Данный исследовательский проект реализуется 3 общественными организациями. Он реализуется в 3 странах: Кыргызстане, Монголии и в Таджикистане. Ведущей организацией является Таллин Форум. Таллин Форум – это общественная организация, которая имеет 17-летний опыт реализации образовательных проектов, создания книг как для учителей, так и для учащихся, так и для их родителей, и имеет опыт разработки цифровых образовательных ресурсов, платформ. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Вообще я хотела здесь несколько слайдов о том, чтобы дать картину о том, чем мы занимаемся. В основе этого проекта это исследование, это крупномасштабное исследование, которое одновременно проводилось в 3 странах. Она проводилась на протяжении 2,5 лет. Начали мы с кабинетного исследования, и это было сделано для того, чтобы проанализировать все стратегические концептуальные документы, которые есть в странах, и сделать анализ тех стратегий и инициатив, которые были сделаны для того, чтобы продвигать цифровое образование. Как известно, что именно школьное образование испытало наибольшие трудности во время пандемии COVID-19. Во всех странах это, и если взять все страны, то это, конечно же, коснулось огромного количества людей. Если это в плане Кыргызстана, это где-то 90 тысяч управленцев, учителей и управленцев, и где-то где-то около 1,5 миллиона учеников и их родителей. Да? И здесь мы все сидящие прямо или косвенно тоже наблюдали за этим процессом. Далее, после этого у нас был разработан инструментарий. Инструментарий он прошел у нас одобрение, прошел экспертизу. Методология смешанная, был качественный этап исследования и количественный этап исследования. Сейчас мы находимся на этапе, когда мы анализируем и пишем наши страновые отчеты. Вот мы планируем, что и надеемся, что в ноябре месяце мы сможем уже презентовать результаты нашего исследования для Министерства образования. И кроме этого, в ходе реализации нашего проекта был проведен цикл различных мероприятий с широким участием наших стейкхолдеров. Это были и рабочие встречи, это были и круглые столы, это международные конференции, которые мы проводили сами, и международные конференции, в которых мы участвовали и говорили о результатах, которые мы получили, о предварительных результатах. Так мы участвовали в конференциях, которая проводилась CIS, это значит, Соединенных Штатов Америки, а также участвовали в форуме в Португалии. Далее. Вообще, как бы говоря о методологии и что нами было сделано. Вообще, если взять вот Кыргызстан, значит, было проведено 24 фокус-группы с родителями учащимися, 10 включенных интервью, которые включали проживание полевиков-исследователей в семьях учеников. 47 глубинных интервью с управленцами, учителями, учениками, родителями, представителями ОМСУ местного сообщества. Да? Анкетные опросы, это уже количественное исследование. Анкетные опросы, они охвачены, ими было 3577 учащихся 8-10 классов, 896 учителей, это 180 школ Кыргызстана. Далее. Это в целом дать вам картинку, где это для того, чтобы исследование проводилось и охватило весь Кыргызстан. Мы проводили качественное исследование как в городах и населенных пунктах, которые находятся близко к городу, также и в отдаленных регионах. А что касается количественного исследования, это, в общем-то, были охвачены все 7 областей Кыргызстана. Далее. Один из какие вопросы нас волновали и что было в основе нашего исследования, да? Это, во-первых, вопрос, в чем специфика была уязвимости разных групп, которые обучались в формате дистанционного обучения. И второй вопрос, на котором я сегодня, может быть, чуть-чуть остановлюсь больше, это какие инновационные практики были выявлены, и вообще то, что касается инноваций, да, кем они создаются, и кем они выявляются, и как они масштабируются, что можно из них масштабировать. Далее. И вот, когда мы проводили исследования, для нас были основными из главных вопросов, это вопросы того, как
замерить, так сказать, готовность учителей, насколько учителя готовы вот этой цифровому формату обучения. И, в общем-то, первое, о чем говорить, если не вдаваться даже в эти цифры, то в целом учителя испытали, конечно же, это был большой вызов для учителей, и это было такое очень быстрый переход, когда надо было обучаться и в то же время сразу же практиковать навыки, которые они получили. И, в общем-то, в целом, вот на этом слайде вы видите о том, что учителя, в общем-то, вот в целом можно как бы охарактеризовать, как испытали, что вот и страх, и тревогу. И, в общем-то, у нас очень большой массив данных, здесь только несколько цифр, которые мы выносим сюда, они говорят о том, что профессия учителя стала вообще-то как бы прозрачной, и очень много было тревог и насчет того, чтобы у нас есть цифры того, что какие испытывал чувства учитель, эмоции, когда он заходил в школу, когда он давал свои уроки. И это было касалось тем, что как это оценят и родители, и руководство, и коллеги, и ученики. А здесь, в общем-то, в целом вы видите, что в целом, как бы, если как учителя оценивали свой опыт дистанционного обучения, то в целом оно, в общем-то, больше в таком негативном ключе. И учителя отметили, что труднее всего им было формировать навыки самостоятельной работы учащихся. Как вы все знаете, в целом, я думаю, для этого не надо как бы проводить больших исследований, что в основном использовались очень простые гаджеты. Это в основном были мобильные телефоны и приложения, которые не имеют обратной связи. Да? Следующий слайд. В чем же, с какими вызовами столкнулись при вот именно при оценивая готовность, да, каким было восприятие, оценка вот этого опыта, да? Но это и те условия, в которых надо было работать. Вот 42% отметили, что очень сложно было совмещать и работу, и семейные обязанности, и что, в общем-то, очень большая была нагрузка. И 40% отметили, что это и технические средства, обеспечение вопрос тоже был одним из таких сложных. И, конечно, качество интернета, да, это затрудняло процесс обучения. Следующий слайд. При том, что когда мы говорим о готовности к дистанционному обучению, здесь, в общем-то, и количественные показатели, они очень хорошо соотносятся с качественными, дополняют друг друга, да, и что, в общем-то, вот здесь приведено только две цитаты, что как было сложно, да, в общем-то, и ученикам, и всем, кто участвовал в этом процессе, что темы фактически получалось, что многие учителя не имели опыта проведения уроков именно в формате онлайн, и поэтому были попытки проведения урока, обычного урока, перевод его в формат именно дистанционного и такого должного методологического сопровождения своевременного большинство учителей они не получили. И, в общем-то, самое трудное, что они отметили для себя, что у них увеличилась нагрузка, что у них не было своевременно доступных методических руководств и недостаточно было навыков. И очень трудно было и применять цифровые технологии, и, конечно же, в условиях, когда была снижена мотивация учеников, 87% отметили, что мотивация учащихся была очень-очень низкая. Следующий слайд. Ну, хочется отметить о том, что именно вот этот период пандемии, дистанционное обучение нам показало, где мы находимся, в какой точке, да, мы находимся. До этого вы все прекрасно помните о том, что вообще как бы вот этот дискурс и глобальная повестка, она звучит последние уже 20 лет, да, уже, но и даже вот эти годы, вот там 18-й год, 19-й год были объявлены годами цифровизации, концепции приняты и так далее, но вот насколько, где мы находимся, в какой точке и что нам нужно делать, показал именно этот процесс. Хочется отметить, что огромные усилия были предприняты со стороны Министерства образования. Фактически в режиме нон-стоп, в режиме, я не знаю, как пожарников, надо было тушить и решать, принимать очень быстрые меры. Очень много было сделано. Наработано было очень много материала, контента было наработано в различных форматах.
В общем-то, я думаю, что в этих условиях Министерство образования сделало все, что могло на тот момент. Но в этот же момент нам было интересно, мы сделали анализ всего этого, и нам было интересно посмотреть, что сделали другие организации. Вот только в Кыргызстане отмечается самоорганизация и мобилизация. Это именно когда экспертное сообщество, учитель учителю, учитель эксперту, очень хорошие были такие вещи. Огромный потенциал есть, ресурс здесь. И следующее, это, конечно же, общественная организация. Появились такие инициативы, которые начались как волонтерские инициативы, а сейчас они достаточно успешно продолжают развиваться. Это онлайн-школа Мувалим, которая предоставила материалы, когда учитель может тогда, когда ему удобно проходить какие-то курсы и так далее. Это Хан Академия, которая переводила курс на кыргызский язык. Это и другие образовательные платформы, которые были электронные, которые разрабатывались НПО. Да? Тут тоже огромный ресурс. Следующий слайд. И вот, когда касалось инноваций, конечно же, с одной стороны, вот эта первая цифра, она очень радует о том, что когда был задан вопрос, что такое, что 89% отметили, что да, у нашего руководства есть видение, что такое инновации, мы знаем, как это делать. Но в то же время мы понимаем, что, в общем-то, этот вопрос вызвал наибольшие затруднения, когда отвечали учителя. И, в общем-то, 48% они отметили, что инновации связаны с приобретением технического оборудования. Что инновации, это, в общем-то, с одной стороны, они видят только какие-то внешние факторы, что не хватает финансирования, что не хватает оборудования. Только какие-то небольшие цифры касаются личных каких-то вещей, где загруженность и усталость от реформ и так далее. Но в целом, как бы, учителя, мы здесь понимаем, что вот вообще понимание инноваций среди учителей, управленцев и родителей, она недостаточно глубокая и неполная. И здесь мне хотелось бы, следующий слайд, несколько сказать вот в качестве заключения. Да? Ну, мы с вами все видим и сегодня говорим о том, что цифровые инструменты, ресурсы повышают качество, но обязательно плюс должно быть. Это должен быть человеческий потенциал, должно быть грамотное использование. Ни одни цифровые ресурсы без квалифицированных кадров не решают эту проблему. Плюс к этому должны быть инвестиции, это должно быть решаться поэтапно, последовательно. Плюс к этому это должно быть отражено и поддерживаться, все эти механизмы должны быть образовательными политиками. Мы с вами общий вывод, вот, вообще как бы такой большой такой общий вывод, который нужно сделать, что необходимо эффективное методологическое сопровождение учителей. Оно должно учитывать и существующее инфраструктурное развитие, и тот технический потенциал, и квалификации учителей, учеников и родителей, которые есть на момент. Да? И мы не должны, с одной стороны, мы не можем не хвататься за звезды, и в то же время не можем, как бы, у нас должны быть какие-то реальные. Для этого нам нужны определенные и исследования, в том числе и срезы тоже. Необходимы эффективные программы, которые будут развивать эти компетенции. И вот следующий слайд. Хочется сказать о том, что... Уважаемый презентатор, у нас время. Я поняла, да. Простите. Я, наверное, расскажу свою идею, что огромный массив был создан. Очень много материалов было создано. Хочется сказать об этом, как этот материал используется, кто отслеживает, как этот материал используется, где находится этот материал, как он обновляется, не обновляется. Вот здесь в качестве примера хочется привести еще одну страну, которая является страной, где исследования тоже проходят, это Монголия, которая создала национальный единый портал, где все эти материалы есть, где все эти материалы были все, как бы сказать, классифицированы, отобраны, переработаны, обновлены, и этот процесс идет постоянно. И этот материал в разных учебных форматах, кроме того, что учитель может использовать готовые уроки, он имеет возможность сам создавать различные материалы и подавать на конкурс. И если через конкурс они проходят, это тоже включается в национальную образовательную программу. Это вот как бы
пример Монголии. И другой вот пример, то, что касается инноваций, как оказалось, у нас, в общем-то, очень много есть каких-то мелких документов, таких как положений. Вообще, само понятие инновации очень широко у нас используется, мы любим использовать его и эксплуатировать. Но в то же время мы можем сказать о том, что у нас нету документов, которые могли бы, такой концептуальной рамки, которые могли бы определять политики, механизмы, процедуры, определения, оценки сбора и масштабирования инноваций. Такого у нас нет. Такой пример это может дать Венгрия, когда был... Знаете, вы вот все эти проблемы, потом еще у нас после обеда будет сессия, где нужно будет их еще более детально обнажить. Вы и так перебрали практически 7 минут.